يا طالبا للعلم يرجو نفعه اسمع نصيحة ناصح معواني أخلص لربك في أمورك كلها. Здравствуйте, дорогие телезрители! Как и всегда, в нашей передаче принимает участие Хасан Хаджи Басмакаев. Добро пожаловать, Хасан Хаджи! И просим Аллаха, чтобы Он наградил вас за вашу помощь, которую вы нам оказываете. В наши дни многие люди часто отправляются в продолжительные поездки, и у нас в исламе преодолевающих определенное расстояние в пути стали называть мусафирами, и для них устанавливаются свои правила ибады. Как мы знаем, они могут сокращать некоторые намазы, а также объединять их, и это получило название «намаз путника». Что под этим подразумевается в нашей религии? Именем Аллаха, милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим в день суда. Хвала Аллаху, Господу миров. Да благословит Аллах и приветствует лучшего из творений, Мухаммада, а также его семью и сподвижников. И да будет Всевышний доволен и вами за то, что решили осветить эту важную тему. Также мы просим Всевышнего, чтобы Он принял от нас эти старания, а также сделал эту передачу полезной для мусульман. Как мы знаем, ученые-алимы не раз упоминали величие ислама, ее щедрость и высокое положение. В исламе есть облегчение для всякого затруднения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Путешествие является частью мучения. Муслим. В дороге нет всех удобств находящегося дома. Путника ожидают всякие трудности. Вдалеке от дома, в незнакомой местности, без друзей и помощников. Поэтому Всевышний облегчил для нас совершение намаза, позволив сокращать и объединять их. И ученые назвали такой намаз салатуль мусафир, то есть намаз путника». Да будет доволен вами Аллах за ваш ответ. Какова основа сокращения и объединения намаза в Коране и Сунне? Основой для него являются слова Всевышнего. Он обращается к верующим со словами: «Когда вы находитесь в пути, то на вас не будет греха, если вы укоротите некоторые из намазов, если вы опасаетесь угрозы со стороны неверных». Это было в начале пророчества, по-настоящему в трудные времена для мусульман, когда неверные упорствовали в многобожии, и мусульманам даже передвигаться было опасно. И в то самое время был ниспослан этот аят. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, как мы знаем, в итоге сформировал по воле Аллаха большое исламское государство. Его путь продолжили приближенные асхабы, такие как Абу Бакр ас-Сиддик, Умар бин Хаттаб, и территории ислама на земле расширились. В ислам перешла, например, Персия, а также многие другие государства. И тогда уже мусульмане смогли свободно передвигаться и исповедовать свою религию. И говорят, что один из асхабов спросил Умара, да будет доволен им Аллах: «Разве в Коране не говорится, когда вы находитесь в пути, то на вас не будет греха, если вы укоротите некоторые из намазов, если вы опасаетесь угрозы со стороны неверных?» А сегодня такой опасности нет. Умар, да будет доволен им Аллах, на это ответил: «Я был удивлен так же, как и ты, и спросил об этом посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И он сказал: это милостыня, которой облагодетельствовал вас Аллах, так примите же его милостыню». Это и есть основа. Также много хадисов от асхабов, например, от Али ибн Умара, да будет доволен ими Аллах, относительно правил поведения для путешественника, из которых становится очевидной дозволенность сокращения и объединения намазов. Да будет доволен вами Аллах. Теперь хотелось бы, чтобы вы определили для нас, кто именно будет считаться мусафиром, насколько длинным должен быть его путь. Есть ли разница, если он передвигается по суше, морю или воздуху, в зависимости от условий, какие есть изменения в правилах совершения намаза путника? Ученые-богословы относительно пути сказали, что он считается начавшимся, как только путник выехал из своего населенного пункта. Раньше, когда часто происходили сражения с мечами, вокруг города строили огромные стены. В таких случаях путь его по шариату считался начавшимся после того, как он перешел границу стены этой крепости. А когда нет такой стены, например, как сегодня, путь его начинается с границы последнего дома города или села. И вот, начиная с этого места, отсчитывается 81,5 километр. Мусафиром будет считаться тот, кто должен пройти это расстояние или больше него. Если путь его короче, то нельзя будет ни сокращать намаз, ни объединять его. Это первое условие. Во-вторых, он должен знать, куда именно он направляется. Это значит, что он уже в начале пути знает, что должен преодолеть необходимое расстояние. Но если он вышел в дорогу и может в любой момент вернуться обратно, например, в те времена он мог отправиться за сбежавшим рабом. Или в наши дни, если путник отправился за вором,
который украл у него лошади, и он не знает, как далеко он уйдет от дома и куда приедет. В таком случае он не может сокращать и объединять, как бы далеко он ни отправился, потому что он не знает, куда именно направляется и может в любой момент вернуться обратно. Также поездка его не должна быть греховной, например, для продажи или покупки спиртных напитков, или с целью ростовщичества, или с целью принести вред другим людям. То есть путь его должен быть ради чего-то дозволенного или желательного в исламе. Таким образом, мы получаем 3 обязательных условия. У него должно быть намерение отправиться в путь ради чего-то дозволенного, должен знать, куда он направляется, и расстояние должно быть длиной 81,5 километр или более. Это расстояние, которое проходит караван груженных верблюдов за 2 дня. Так оно и было определено в начале. Если же расстояние было пройдено по воздуху или по морю, даже за более короткий срок, будут считаться именно эти 81 километров, и их будет достаточно, чтобы сокращать и объединять намазы. Сказано, что даже если это расстояние будет пройдено за 1 минуту, хотя за такой короткий промежуток времени и сам намаз не удастся выполнить, но в книгах по фикху упоминается, что этого расстояния достаточно, чтобы выполнять намаз в качестве мусафира. Хасан Хаджи, какие из намазов можно сокращать и объединять? Как именно совершаются эти 2 действия? А также можно ли возмещать пропущенные намазы в пути, сокращая их и объединяя? Твой вопрос состоит из 3 частей. Какие намазы можно сокращать и условия их сокращения? Какие можно объединять и с какими условиями? И можно ли в пути возмещать ранее пропущенные намазы? При сокращении намаза верующий должен оставаться мусафиром, то есть находиться в пути до конца его выполнения. И это первое обязательное условие. Во-вторых, он должен сделать намерение сократить этот намаз. И в-третьих, нельзя совершать намаз за имамом, который совершает намаз полностью, не сокращая его. Это не означает, что за ним нельзя совершать намаз в принципе. Просто если становишься за ним, нельзя будет сокращать свой намаз. Итак, сокращающий намаз должен совершить намерение сократить его. Также он должен быть мусафиром, пока намаз не закончится, и не вставать за тем, кто выполняет полный намаз. Также сокращать можно только 4-ракатные намазы. Не утренний, который в 2 раката, не вечерний, который в 3 раката. Значит, сокращать можно полуденный, предвечерний и ночной намазы, потому что они по 4 раката, и сократить их можно до 2 ракатов, читая дважды суру Аль-Фатиха и 1 раз ташахуд. И теперь перейдем к объединению намазов. Объединять можно полуденный с предвечерним и вечерний с ночным. Утренний с полуденным нельзя объединять. И предвечерний и вечерний тоже нельзя, как и утренний и ночной. Только полуденный аз-Зухр и предвечерний Аль-Аср. Отодвинув первый ко второму, или наоборот, передвинув второй Аль-Аср к первому из них аз-Зухру. Или же вечерний намаз Аль-Магриб переносим к ночному Аль-Айша и выполняем их вместе, или же наоборот. Ночной Аль-Айша выполняем сразу после вечернего Аль-Магриб. Если спросить, что лучше, то это зависит от состояния путника. Если в момент наступления времени первого намаза, например, полуденного, он остановился для приема пищи или отдыха, или чего-то еще, то тогда лучше объединять эти 2 намаза с первым. А если путник находится при наступлении времени первого намаза в пути, тогда лучше отодвинуть выполнение обоих намазов ко времени второго из них. Если намазы объединяются с первым из них, когда переносим аср ко времени зухра или иша ко времени магриба, у них будут 3 обязательства. И только при соблюдении их намаз считается выполненным. Первое обязательное условие. Во время вступления в первый намаз или же до его завершения должно быть намерение объединить первую и вторую молитву. Также необходимо соблюдать порядок. То есть сначала надо совершить полуденный намаз, а затем предвечерний. Это второе обязательство. Третье. Не допускаются перерывы между 2 намазами. После полуденного намаза надо сразу встать, прочитать икаму и совершить предвечерний. Это 3 обязательных условия. Когда второй намаз переносится к первому, то есть если объединяются предвечерний намаз с полуденным или ночной намаз с вечерним, повторим еще раз. Намерение объединять во время вступления в первую молитву или в процессе совершения ее до завершения. Отсутствие перерывов между ними. И соблюдение порядка, совершая первый намаз сначала и сразу после него второй. Если наоборот, мы объединяем 2 намаза, отодвигая первый до времени второго, будет только одно обязательное условие. Пока не прошло время первого намаза, например, вечернего, должно быть намерение отодвинуть его для совершения с ночным намазом или же полуденного намаза до времени предвечернего.
вечернего. При этом важно запомнить, что намерение должно быть совершено до того момента, когда до следующей молитвы остается времени только для совершения первой молитвы. То есть, если мы отодвигаем первый полуденный намаз ко второму предвечернему, намерение должно быть до момента, после которого у нас не оставалось бы времени для совершения первого полуденного намаза, который мы переносим ко второму. Таким образом, при таком объединении есть только одно обязательство, и это намерение отодвинуть первый намаз до наступления времени второго, как было оговорено выше. А 3 обязательства, которые мы упомянули для тех, кто объединяет намазы с первым, здесь уже становятся сунной. Соблюдение их желательно, но не обязательно, и это намерение объединить, находясь в намазе, выполнение их без перерыва и соблюдение порядка. Итак, мы ответили на 2 вопроса. 3-й вопрос. Можно ли восполнять в пути ранее пропущенные молитвы, сокращая их? Ученые насчет этого сказали, что если молитва была пропущена в пути, ее можно сокращать. Если же они были пропущены дома, а восполняешь их в пути, или были пропущены в пути и восполняешь их дома, такие молитвы нельзя будет сокращать. Вы сейчас говорили об обязательных условиях сокращения и объединения. Если их не соблюдать, не будет намаза? Намаз не считается действительным, если все его обязательства не были соблюдены. Как вы отметили, если мусафир сокращает или объединяет молитвы, у него должно быть соответствующее намерение. А если он засомневается, было у него намерение или не было сократить и объединить намаз при вступлении в него, что следует сделать в такой ситуации? Если он хотел сократить или объединить, но намерение при вступлении в молитву он сделал для полноценной молитвы, ему необходимо совершить его в соответствии со своим намерением, то есть полностью. Также нельзя будет сокращать, если во время молитвы засомневался, было ли у тебя намерение сократить или нет. И если он встанет в джамате за тем, кто не является мусафиром, в таком случае также надо будет выполнить намаз полностью. Насчет имама еще хотелось бы уточнить, как вы сказали, если известно, что имам совершает полноценный намаз, встав за ним, сокращать намаз нельзя. Но если точно неизвестно, сокращает имам или нет, возможно, он тоже путник, но в этом нет ясности. Что следует сделать в таком случае? Если имам совершает полный намаз, и если мусафир встал за ним, не зная об этом, и затем имам завершил намаз, и каким бы то ни было способом мусафир понимает, что имам совершал полный намаз, он должен выполнить его полностью. А если он встал за ним с намерением сократить, и уже во время намаза выяснилось, что имам выполняет намаз полностью, также мусафир должен выполнить полный намаз, и это обязательно. А если он стал за имамом-путником с намерением сократить, если имам будет сокращать и совершить полный намаз, если имам будет совершать полный намаз, то он сократит. Если имам сократит его и выполнит полностью, если имам выполнит его полностью. Как вы сказали, мусафиром будет считаться в частности только тот, кто знает, куда направляется и какое у него есть намерение относительно этого пути. А также после того, как он прибыл на место, как мы знаем, в некоторых случаях можно продолжать сокращать и объединять намаз. Сколько дней это позволительно делать в исламе? Никакого намерения в начале пути у мусафира не должно быть. Просто он должен знать, куда направляется. Иногда мы слышим, что некоторые говорят: «Совершил ли ты намерение быть мусафиром?» До меня относительно этого никакой информации не дошло. Что он должен знать, так это то, что его поездка, его дорога совершается ради дозволенного в исламе, а также он преодолеет расстояние, которое позволяет сокращать и объединять намазы. И если он отправился в путь в таком состоянии, но уже в дороге решил вернуться обратно, то есть возникло намерение дальше свой путь не продолжать, в таком случае он перестает быть мусафиром, а значит, нельзя будет сокращать и объединять намазы. Также, если мусафир вышел в путь ради чего-то запретного, но затем уже в пути раскаялся по милости Аллаха, совершил тавбу, покаяние, расстояние 81,5 километров надо будет считать уже с этого места. И неважно, сколько он уже прошел 1000 километров, 200 или 300. Расстояние будет считаться не с его дома, а именно с места тавбы. И если оттуда до места прибытия 81,5 километров, дальше он может сокращать и объединять намазы. Теперь насчет совершения намаза путника после прибытия. Если он отправлялся в Москву и остановился в Ростове, или он хотел приехать в Ростов и вернуться обратно, если он остановился с намерением провести там 4 дня или больше, при этом не считается время, проводимое в пути туда и обратно. То есть, если он намеревается провести, непосредственно находясь в этом месте, 4 дня с момента прибытия, ему уже нельзя будет сокращать и объединять молитвы, и ему надо
совершать намаз полностью, а также в установленное для него время. Но если мусафир остается на меньший срок времени, он может в таком случае сокращать и объединять, пока находится там. Или же у него нет никакого намерения относительно времени, которое он собирается там провести. Он может сокращать и объединять намазы до 4 дней. А если же он прибыл в это место из-за какой-то нужды для какого-то дела, и оно может разрешиться в любое время. Например, в день прибытия, утром, вечером. И путник ожидает его завершения, и сразу после того, как вопрос разрешится, он намеревается уйти оттуда или вернуться обратно домой. И он не знает точно, когда это может случиться. В таком случае он может 18 дней и ночей сокращать и объединять намазы. И если его дело не разрешится даже после этого времени, он далее не может сокращать или объединять намазы независимо от обстоятельств. Еще один вопрос. Есть ли, Хасан Хаджи, другие случаи, когда можно сокращать и объединять намазы? Мне неизвестно о дозволенности сокращения обязательного намаза где-либо еще, но можно объединять. Если верующий живет на некотором отдалении от мечети, но при этом выполняет все обязательные молитвы там, он может объединять намазы из-за непрекращающегося дождя. Например, он должен совершить полуденный и предвечерние намазы в этой мечети, и если есть опасность попасть под дождь, передвигаясь туда и обратно, он может объединять с первым те же самые намазы, что мы объединяем и в дальних поездках, то есть предвечерний с полуденным и ночной с вечерним. Таким образом, можно объединять, если молящийся попадет под дождь, и он может нанести ему вред. Но здесь есть одно обязательное условие. Во время вступления в первый намаз, при его завершении, а также при вступлении во второй намаз, дождь должен идти и не прекращаться на всем промежутке времени между этими 3 состояниями. При этом также нельзя отодвигать первый намаз ко времени второго в таком случае. Также нельзя его объединять, таким образом находясь дома. Недавно меня спрашивали об этом. Также нельзя и тому, кто лишь иногда отправляется в мечеть для совершения намаза. Также, если есть возможность пройти до мечети под навесом или в машине, или с зонтиком, такой молящийся тоже не имеет права объединять намазы. Только если есть опасность промокнуть под дождем. Можно будет сюда отнести и снег, если он мокрый или быстро тает. И под ним тоже можно сильно промокнуть. Хасан Хаджи, может сложиться такая ситуация, что, находясь в пути, мусафир объединил полуденный и предвечерний намазы, а затем, еще до наступления времени второго из них, предвечернего, например, он перестал быть мусафиром. Что следует сделать в таком случае? Эти намазы будут считаться совершенными, или же так как он перестал быть мусафиром, он совершит свой полный предвечерний намаз в 4 ракаата? Хороший вопрос. Когда в пути были 2 намаза объединены, в тот момент они уже были действительными, завершенными согласно канонам ислама, и такой намаз выполнять снова не надо. Оба этих намаза действительны и были совершены в надлежащее для них время, независимо от изменения состояния мусафира после этого. Будь это предвечерний намаз, совершенный с полуденным, или ночной, совершенный с вечерним. Оба этих намаза завершены, и возмещать их не надо. Дорогие зрители, да будет доволен вами Аллах за то, что посмотрели эту передачу и за то, что получили от нее пользу для себя. Да будет доволен Аллах вами, Хасан Хаджи, за участие в нашей передаче. Тем самым вы предоставили нам много полезных знаний относительно сокращения и объединения намазов мусафиром. Пусть Аллах примет все, что вы делаете, и все молитвы и поклонения всех мусульман. Да будет Аллах доволен всеми нами. Не у всех бывает возможность глубоко изучать религию. И многие люди, как мы знаем, особенно после распада Советского Союза, ездят в разные страны, отправляются в Европу, передвигаются по субъектам России, и хорошо, если они будут знать свое право в исламе и будут его придерживаться. А не зная их, пользоваться ими вовсе нельзя. Знать свои права можно только слушая, задавая вопросы или изучая. В хадисе сказано: «Будь или алимом, или муталимом, или слушающим их, или любящим их. Но не будь пятым, иначе ты погибнешь». То есть не будь тем, кто ненавидит их. Поэтому то, что вы делаете, широко распространяется по интернету. Желающий может послушать, и пусть Аллах наделит нас успехом, и пусть дома мы или в пути Всевышний не даст нам забыть Его, и сделает нас одними из тех, кто соблюдает установленные им границы, и сделает нас покорными в этом, а также покорными в исполнении наших обязательств.